Недавно меня заинтересовала личность такого великого полководца, как Султан Бейбарс. Заметил, что на Бейбарса претендует множество разных народов. Поэтому я решил сделать видео на тему, откуда он был родом. А пока мы начинаем, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик. Ну, сначала кратко разберем, кто такие мамлюки и кем, собственно, был мамлюкский султан Бейбарс. Мамлюки в переводе с арабского «невольники» — это военное сословие в средневековом Египте, первоначально рекрутировавшиеся из юношей-рабов тюркского происхождения, в основном западные кипчаки. Но затем институт военного рабства быстро распространился на представителей народов Кавказа, это черкесы, абхазы, обращенные в ислам грузины и армяне, а также жителей Балкан и южных славян. Со временем мамлюкские группировки захватили султанат с центром в Египте и Сирии и контролировали его как мамлюкский султанат с 1250 года по 1570. Мамлюкский султанат в союзе с Нагаем лихо разгромил государство хулагуидов в битве при Айн-Джулате. Ранее они сражались с западноевропейскими крестоносцами в XII-XIII веках, фактически изгнав их из территории Леванта. В 1302 году султанат мамлюков окончательно уничтожил государство крестоносцев. Правление мамлюков осуществлялось двумя династиями. Это бахриты с 1250 по 1390 годы. Они были тюркского происхождения. И бурджиты кавказского происхождения с 1390 по 1516 год. Бейбарс был именно из тюрков-бахритов. В юности Бейбарс был захвачен в плен, по одной из версий булгарами, по другой монголами. Он был продан в рабство за 800 дирхемов дамасскому купцу. Заметив на глазу раба бельмо, купец расторг сделку, однако его купил эмир мамлюков. Но из какого именно племени был Бейбарс? И в итоге его родовое племя стало каким народом в наше время? Есть несколько версий его происхождения. Первое, то, что он адык. Второе, то, что он с казахских степей, следовательно, казах. Ну и третье, то, что он с Крыма или Северного Причерноморья, то есть из кипчакских племен, которые впоследствии стали нагайцами. Вот такие три основные версии. Первую версию о том, что он был черкесом, мы сразу отметаем, так как данная версия притянута за уши. Нет никаких источников тех лет о том, что он был из адыгов. Все источники сходятся на том, что он был тюркского происхождения, а расхождение только в точной территории. И только адыгейский историк Ходка на основе якобы сходства черкесских и кипчакских имен, а также типа адыгской внешности Бейбарса, хотя у него нет полного описания фенотипа Бейбарса. Можно сравнить, что Чингисхан тоже, наверное, был адыгом, только из-за того, что в описании говорят, что у него была рыжая борода. В общем, пытается доказать, что кипчаки и, следовательно, Бейбарс были адыгами. Это вообще из области folk history, поэтому первая версия, она вообще ни в какие рамки не лезет. Известный источник Плетнева уточняет этническую принадлежность Бейбарса, что происходил он из западно-кипчакского племени Оль-Бурлюк, которое следует читать как Эль-Буры, то есть объединение бурчевичей, известных в восточных источниках под наименованием Бурджоглы, и что он принадлежал к одной из самых воинственных орд Приднепровского объединения, являясь, возможно, прямыми потомками хана Боняха. А там, что он был из племени Бурджоглы, указано у арабского писателя Аль-Айни. Также есть источники, которые говорят, что он относился к племени Токсоба. Также есть источники, которые говорят, что он был из Дортоба. Как бы там ни было, все три племени Борджоглы, Токсоба и Дортоба кочевали примерно в Северном Причерноморье, рядом с Крымом. Теперь перейдем к казахской версии. В
Казахстане принято считать, что он происходил из рода Берш, который является частью алшинов младшего жуза казахов. Якобы берши — это и есть кипчакское племя, и якобы они кочевали в прикаспийских степях. Даже если допустить, что Бейбарс был родом не с Крыма и Северного Причерноморья, а с междуречья Урала и Волги, как некоторые источники говорят именно в казахской версии, то это не говорит о том, что они были казахами впоследствии, а говорит о том, что они были нагайцами, потому что в междуречии Волги и Урала жили кипчакские племена, которые потом вошли в союз, которые начали именоваться нагайцами. Данная территория стала казахской только после вхождения младшего жуза казахов в 1730-е годы в состав России в виде подарка за лояльность русской императрице. Ну и основное, судя по генетическим данным, у бершей типичный алшинский гаплотип. То есть они относятся к типично монгольскому гаплотипу C2M48, которая, скорее всего, пришла из Восточной Азии в XIII веке. Это главный аргумент против данной версии, что Бейбарс был бершем, и сам род выделился из алшинов, которые, в свою очередь, произошли от одного человека, жившего позже Бейбарса. Что в итоге по этой версии? Первое. Есть упоминание племени Алчин, Алчи-татар, которое пришло в Дешти-Кипчак с востока в XIII веке. В шежире алшинов есть имена ордынских личностей из этого же племени. Как минимум, есть основания отождествлять племя Алчин с алшинами. Второе. Это нет никакой информации об алшин-кипчаков. Третье. Генетические алшины — явные пришельцы из Восточной Азии. Их гаплогруппа не имеет близких родственников в регионе, но распространена у тунгусов и калмыков, которые тоже пришельцы в своем регионе. Период активного роста численности алшинов и эффект основателя алшинского кластера легко объясняется историческими данными об этом племени. В общем, казахская теория, она очень слабая, и то, что сейчас везде вещают, что Бейбарс был казахом, это тоже все притянуто за уши в политических целях. Третье — это нагайская версия. Вот сейчас мы ее и обсудим. В Старом Крыму, другое название — это город Солхат, стоят развалины одной из самых древних мечетей в Крыму. Это мечеть Эль-Мелик Ан-Насир Бейбарс. По сообщениям арабских авторов, Бейбарс прислал сюда деньги на возведение мечети из своего камнетеса, так как этот город был его родиной. В Крыму тогда жили кипчаки, которые стали центром улуса Ногая, и позже стали именоваться Ногаями. То есть потомки племени, из которого родом Бейбарс, это нынешние нагайцы. Об этом говорит первое, то, что есть мечеть в Крыму, она сохранилась, название, все. То, что именно родственники Бейбарса примерно с Крыма. То есть к чему мы пришли? К тому, что Бейбарс был из племени Бурджоглы, то есть бурджевичи. Бурджевичи, они примерно проживали на территории к северу от Черного моря или в Крыму. Данные племена, они относились именно к западным кипчакам. 11 западных кипчакских племен, в которых были и Токсоба, и Дортоба, и Бурджоглы. То есть, по разным версиям, Бейбарс происходил или из Бурджоглы, или из Токсоба, или из Дортоба. Как бы там ни было, все они западные кипчаки, все они жили рядом, и все они проживали на территории, где образовался ногайский этнос, в улусе Ногая. Я не говорю, что Бейбарс был нагайцем, но он был из племени, которое впоследствии стало нагайским, то есть из протонагайского племени, на территории Северного Причерноморья. На территории Северного Причерноморья не жили ни черкесы, ни казахи, ни какие-то другие народы. Это именно прародина нагайцев. Поэтому тут точно можно сказать о том, что Бейбарс был из кипчакского племени, которое впоследствии стало нагайским, и можно уже сказать, что Бейбарс, он, можно сказать, нагайц. Вот и все. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк,
Подписывайтесь, пишите в комментариях свое мнение. Обсудим это все.